Проблема оказания психиатрической помощи гражданам. Третье. Мониторинг мест лишения свободы. Четвертое. Международная деятельность. Пятое. Научно-практическая деятельность. Информационно-просветительская деятельность. С этой целью уполномоченная совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного посетила районные администрации. На встречах участниками были заявлены глава администрации, начальник милиции, прокурор, руководители органов опеки и попечительства, актив района. Цикл встреч начался в мае 2024 года с администрации Гагарского района. Но на заранее оговоренную встречу глава администрации не явился. За короткий период времени были проведены встречи в Гагарском, Будаутском, Сухумском, Гулеричском, Ачимчирском и в Кварчальском районе. В период с мая по декабрь 2024 года у главы администрации Галского района так и не нашлось времени на проведение встреч. В качестве информационно-просветительского сопровождения был разработан информационный стенд для размещения в районных администрациях. Целью встреч было знакомство с руководителями на местах, освещение деятельности уполномоченного, обсуждение актуальных для района вопросов и задач. В результате такой деятельности в 2024 году в аппарат уполномоченного поступило рекордное количество обращений. Так, в 2024 году на имя уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия поступило 103 письменных и устных обращения. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился. За отчетный период в аппарат уполномоченного поступило на 39 обращений больше. Из числа обратившихся 63 граждан получили соответствующие устные разъяснения, юридические консультации и рекомендации относительно того, в какие органы им необходимо обратиться для разрешения вопроса. 40 обращений поступило в письменном виде, из них 3 было коллективными. Кроме того, 3 раза уполномоченная по правам человека реагировала на публичную информацию о нарушении прав и свобод. В 2024 году по сравнению с предыдущими годами увеличилось количество обращений, направленных заявителями в адрес уполномоченного по электронной почте. Это показывает востребованность такого канала общения. Для решения проблем, указанных в обращениях и выявления в ходе мониторингов, а также вопросов, поднимаемых в средствах массовой информации, уполномоченный по правам человека активно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, с различными правозащитными организациями. Так, в 2024 году из аппарата в различные организации и учреждения направлено более 70 исходящих писем по рассматриваемым обращениям. Одной из важнейших проблем, которая становится все более актуальной, является проблема семейно-бытового насилия, нарушения прав женщин и несовершеннолетних. В 2024 году обращения по данной проблеме в аппарат уполномоченного участились. Для привлечения внимания общественности к проблеме домашнего насилия и поиска способов решения этой проблемы аппаратом уполномоченного по правам человека в течение отчетного периода были проведены круглые столы и рабочие встречи, посвященные обсуждению данной темы. По итогам такой деятельности экспертно-аналитический отдел аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия разработал предложение по совершенствованию законодательства, направленное на борьбу с семейно-бытовым насилием. Мы рассчитываем на то, что данные предложения будут рассмотрены парламентом Республики Абхазия и в дальнейшем соответствующие изменения будут внесены в законодательный акт. Также сохраняет актуальность, несмотря на устранение пробелов в данной сфере правового регулирования, проблема, связанная с получением ВНЖ. В 2024 году в аппарат уполномоченного продолжили поступать сообщения, связанные с затягиванием сроков выдачи ВНЖ в восточных районах, как при первичной выдаче, так и при продлении его срока действия. В некоторых случаях выдача ВНЖ затягивается более чем на 6 месяцев. При этом причины такого затягивания сотрудники паспортного управления МВД и его территориальных подразделений назвать не могут. Либо ссылаются на то, что служба госбезопасности долго отвечает на запросы о наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче ВНЖ. Кроме того, стоит отметить, что обстоятельства, что спустя более года с момента принятия поправок в закон о правовом положении иностранных граждан, соответствующие изменения не были внесены в ниже следующие акты. Постановление Кабинета министров от 30 мая 2017 года под номером 33 об утверждении формы бланка документальной книжки вида на жительство и его описание, порядке выдачи и продления срока действия вида на жительство Республики Абхазия и инструкции МВД по оформлению, выдаче и аннулированию иностранными гражданами или лиц без гражданства вида на жительство. Приложение 1 к приказу МВД Республики под номером 112 от 13 апреля 2017 года. При этом для внесения изменений в вышеуказанные постановления аппарат уполномоченного по правам человека предоставил в МВД документ, в котором были отражены необходимые изменения, корреспондирующие с внесенными в закон поправками. Оставалось лишь в соответствующей форме направить их в Кабинет министров. Однако это было не сделано. Ввиду сложившейся ситуации МВД необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений
в деятельности паспортного управления и его отделов, а также направить в Кабинет министров поправки в постановления, которые были подготовлены аппаратом уполномоченного по правам человека в надлежащей форме. В службе государственной безопасности следует увеличить количество сотрудников, занимающихся установлением обстоятельств, препятствующих выдаче или продлению ВНЖ. Практика нарушения прав и свобод граждан сотрудниками правоохранительных органов. За отчетный период аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия зафиксировал ряд фактов применения физического насилия с сотрудниками правоохранительных органов, по которым уполномоченные были направлены запросы в соответствующие органы. Превышение должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов – практика, которая нарушает основополагающие права и свободы человека, подрывает авторитет государственных органов, призванных обеспечить защиту граждан и не способствует укреплению государства, а также к доверию правоохранительной системе со стороны общества. Так, 10 декабря 2023 года в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в результате насильственных действий сотрудников милиции Галского района скончался задержанный. 19 июня 2024 года в информационно-телекоммуникационной сети интернет распространялся видеоролик избиения человека сотрудника милиции. Еще одним фактом превышения должностных полномочий, а также нарушения принципа соразмерности применения мер принуждения сотрудниками правоохранительных органов стало задержание представителей политических организаций 11 ноября 2024 года. В опубликованных в социальных сетях видеоматериале с места задержания зафиксировано, как в ходе задержания один из сотрудников СОБР превысил свои должностные полномочия, нанеся удар ногой одному из задержанных, который уже был обездвижен другим сотрудником СОБР и лежал на земле. Важно еще раз отметить, что законодательство Республики Абхазия четко определяет недопустимость пыток, насилия, а также любого другого жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения. Данное положение отражено в Конституции Республики Абхазия, в Кодексе Республики о судопроизводстве по делам об административных нарушениях, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Абхазия, а также в Законе Республики Абхазия о